последнее время вопросы межнационального мира и согласия все чаще выходят на первый план. В пятницу в газете «Якутия» о своих взглядах на эту щепетильную для многонациональной республики проблему высказался президент Егор Борисов. В чем причины возникающих межнациональных конфликтов и достижимо ли согласие и понимание между местными жителями Якутии и новой волной мигрантов? На эти и другие непростые вопросы нам согласились ответить владыка Роман и муфти якутских мусульман Муса Сагов. Владыка, добрый день. Добрый день, приветствую вас. Вопрос такой: ценности ислама. Как думаете, вступают ли они в какие-либо противоречия с теми ценностями, которые устоялись здесь у нас в республике? Да, вы говорите об этических правилах, да? Потому что мы только в таком смысле мы можем сравнивать любые традиционные религии. Этические нормы, нравственные нормы для всех традиционных религий в основополагающих своих принципах близки, потому что все они основаны на вере в Бога. В основе всех этических норм традиционных религий лежит вера в Бога. Мусабек Султанович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ценности ислама, на ваш взгляд, вступают ли они в какое-либо противоречие с ценностями, которые здесь приняты в Якутии, с традиционными ценностями республики? Наша религия, наоборот, приветствует то, что вот именно хорошие отношения, хорошие дружеские отношения поддерживать с этими людьми, народами, с которыми они как бы живут. Это как бы является нашей обязанностью. Вот. И я думаю, тут таких противоречий, этого нету. То есть человек волен выбрать себе любую религию, он свободен. Но если он выбрал другую религию, допустим, помимо ислама, тоже это его как бы его воля, мы ее должны приветствовать. В последнее время много говорится о разности культур. Какие вы видите, скажем так, различия в поведении представителей разных конфессий в быту? Различие культур обусловлено национальными характеристиками, национальными чертами, национальной идентичностью. Это дано нам от Бога. Мы унаследуем национальные черты от своих родителей, от рождения. И мы гордимся своими национальными корнями и своей национальной культурой. Так правильно и так верно. В этом многообразии национальных культур и заключается вся красота человечества. Наша задача – научиться в этой красоте жить и радоваться тому, что и моя национальная культура славна и достойна уважения, и моего соседа, который живет рядом, и который мой брат по определению, потому что он также сотворен Богом. Чем отличается поведение мусульман в быту от остальных жителей Якутии? Есть в нашей религии заповеди, как и в других религиях небесных, которые мусульмане верующий должен выполнять. Эти ценности, они как бы всем известны. В этих ценностях у нас очень много совпадений с другими религиями, в данном случае с православием, который это, в первую очередь, это запрещается кровопролитие, запрещается насилие, запрещается также оскорбление людей. Также, так я сказал, дружеское отношение, хорошее отношение с теми, где ты живешь, где ты существуешь, где ты обосновался. Хорошее отношение, толерантное, так скажем, хорошее отношение, да. И жить с ними в согласии, в добрососедстве. И тем более, если человек
тебе не приносит вреда, если человек с тобой, к тебе не применяет насилие, не выгоняет тебя из твоего жилища, не оскорбляет, не унижает тебя, как можно с ним, с таким человеком проявлять какую-то враждебность? Наоборот, мы должны показать большую лояльность, большее хорошее отношение себя показать даже выше, чем он нам показывает. Мы должны еще выше показать свою нравственную сторону таким людям. Что говорит Библия о взаимоотношениях людей разных конфессий? Ставит ли он выше христиан, чем иноверцев? Нет, конечно же, Библия никогда не проповедовала никакого стремления к самоутверждению и превосходству. Напротив, золотое правило христианской этики, христианской религии – это любить ближнего как самого себя. Если бы этому призыву последовали бы все слышащие, то, конечно же, было намного благополучнее и мирнее в нашем обществе. А что говорит Коран о взаимоотношениях людей разных конфессий? Ставит ли он мусульман выше иноверцев? Нет. Мусульман ни в коем случае. Даже в мусульманском государстве, где есть закон, Божий закон, законы, им, людям других конфессий, или людям вообще, которые не веруют, есть неверующие люди вообще, им даются равные права, то есть гарантия безопасности, свобода слова, свобода работы. Это гарантирует ислам. Что-то верующий мусульманин, что-то неверующий, тут различий нету никаких. Пророк наш не делал этих различий, когда он выносил решение, да, в отношении верующих и неверующих, когда тогда тоже его времена, и на сегодня продолжается это. Потому что ислам – это справедливость. Он не допускает именно отклонения в этом вопросе, ни в коем случае. Как вы думаете, достижимо ли полное согласие и взаимопонимание между людьми разной веры, разного воспитания, разной культуры, вне зависимости даже, скажем, от вероисповедания? Что, по-вашему, прежде всего надо для этого сделать? Во-первых, помнить, что весь опыт нашего взаимного сосуществования и у нас в республике, и в российском государстве свидетельствует о том, что взаимно. Никогда ни в нашей республике, ни в российском государстве не было национальных или религиозных войн. Это возможно. К сожалению, в последнее время появились какие-то разговоры о том, что есть угрозы. Я не думаю, что это так. Нужно просто обратить внимание на опыт наших благочестивых предков, которые, любя свою веру, свою нацию, в то же время проявляли уважение и к рядом живущим людям. А как вы считаете, достижимо ли полное согласие и взаимопонимание между мусульманами Якутии и остальными ее жителями? Что для этого в первую очередь прежде всего надо сделать, как вы думаете? Конечно, я считаю так, что в этом отношении религии должны сыграть существенную роль. То есть какую роль? Воспитательную роль. Что они должны объяснять людям, наставлять людей на тот путь, который на мирный путь. То есть я со своей стороны, прихожанам, своим верующим, тоже должен их сдерживать. То, что я могу сделать на сегодня. Также и другие религии должны своих прихожан сдерживать от таких агрессий. Это раз. То есть внести определенный вклад в спокойствие нашего региона, то есть нашей республики в данном случае. Еще мое мнение, что также по-любому и власть должна реагировать на такие моменты, независимо, какой религии человек, к какой религии относится или вообще не относится. Человек, который именно подстрекает людей на это противостояние, он должен нести определенную
серьезную ответственность. Вместе все мы, если сообща все это, все на каждом своем месте, если мы будем вот работать, исходя из мер своих возможностей, я думаю, что у нас намного значительно меньше будет вот тех моментов, которые мы сегодня наблюдаем в других местах. Наплыв из теплых стран все равно не убавится. Наоборот, идет на рост мигрантов все больше, что на Дальнем Востоке, что в республике. Ну и какие бы усилия ни предпринималось, все-таки государство, республика, такие события возникают, такая проблема есть, и закрывать глаза, конечно, на это мы не можем. Тому доказательство августовский митинг на Комсомольской площади против наплыва мигрантов в Якутске. Как думаете, что сделать, чтобы снять недовольство участников того митинга, и в чем решение проблемы, как вы думаете? На уровне законодательном, на уровне контроля со стороны светских властей, конечно же, необходимо то правильное и внимательное наблюдение над тем, как иммигранты входят, подключаются к жизни коренного населения, жизни якутян. Это возможно контролировать, ибо для того и призваны и устроены наши светские власти, силовые структуры. Это наблюдение не должно оставаться без внимания. Человек, приезжающий, априори должен уважать традицию тех народов, которые коренные, которые давно здесь живут. А вот как заставить этого приезжающего уважать, как понудить его? Думаю, что для этого необходимо как моральное воздействие, в смысле научения или адаптации, но и с другой стороны какие-то необходимые законодательные инициативы и вещи, и правила, которые также должны регулировать постепенное и правильное вхождение приезжающего в ту социокультурную ситуацию, в которую он приезжает, в которую он вступает. Церковь тоже не отдаляется от этой проблемы, и мы готовы взаимодействовать с различными диаспорами людей, которые живут здесь или которые хотят быть вместе с нами. И мы тоже поможем рассказать о той славной, доброй и очень древней культурной традиции, которая есть у нас, которую нужно уважать и которую нужно любить, потому что мы здесь живем. Почему приезжают сюда жители из теплых стран? Может, от того, что там хуже, чем здесь, или... Это однозначно. Потому что если... у нас же экстремальная ситуация здесь. Мы же живем в таком полюсе, где вот если мы не будем вместе сообща, вот как одно единое целое держаться здесь, выжить здесь очень сложно. И так же было всегда. Потому что тут такие морозы, такие вот условия, что просто так сюда никто не приедет. Поэтому, если сюда приехали люди, они приехали не от хорошей жизни, значит, там условия намного хуже. Во многократно раз хуже, чем здесь. Понимаете? И поэтому тоже их осуждать, что они приезжают сюда, тоже тоже неправильно. Вот они хотят себя спасти, так скажем, да, спасти свою семью, своих детей. Сегодня мы пригласили к нам в студию в качестве эксперта, известного в нашей республике человека, участника боевых действий на Кавказе, в прошлом командира якутского ОМОН, члена Общественной палаты Якутии Сергея Черных. Сергей Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос межнациональных отношений в национальных республиках, вопрос всегда достаточно щепетильный и тонкий, и к ним сейчас еще добавились проблемы миграции. Скажите, как лично вы относитесь к мигрантам? Вас не раздражает, что у них культура другая, вера, другой внешний вид, все эти обстоятельства? Вы знаете, практически, будучи командиром ОМОНа, я больше 10 лет находился на Северном Кавказе. Вот просто к людям привык. Кто находится в городе Якутске, у меня, допустим, друзья, киргизы, таджики, узбеки. То есть этот вопрос не раздражает. Ребята хорошие. То же самое, многие участники боевых действий. С Афганистана ребята вышли. Работяги.
недавно в интернете появились сообщения о том, что из Якутии вытесняют русских. Вас никто лично не вытесняет? Да вы знаете, я коренной якутянин, поэтому меня никто не вытесняет. Ну и, по-моему, этого нету. Про такое вы, по крайней мере, не слышали? Нет, не слышу. А национальный вопрос, насколько сейчас он актуален и представляет ли такую угрозу, как говорят, насколько эта проблема действительно назрела в республике? Как вы думаете? Мы именно на общественной палате обсуждали этот вопрос буквально 2 недели назад. Было решено решение создать центр по работе с мигрантами. То есть это история республики, языки в республике, культура. Потому что люди приезжают разные. То есть вопрос стоит актуальный. А экономические здесь какие-то факторы влияют на ситуацию в целом? На миграцию очень сильно влияет. Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Практически нет ни работы, нет ничего. Сюда приезжают, здесь мир, спокойствие, работа, деньги. Окончательное, абсолютное решение этой проблемы может быть, в принципе, даже вот если традиции, экономика, все сойдется, как вы считаете, или она будет и была, и останется эта проблема межнационального вопроса? Ну, я считаю, это проблема, то есть усиление миграционной политики должен быть контроль за потоками. И тогда со временем все сойдет на нет. Ну, не было же никогда столько народу у нас. На этом наша беседа не заканчивается. Мы вернемся к нашему разговору через несколько минут.